Benvenuti nel TG Russo. В студии российских теленовостей вас приветствует Оксана Гапало. Черный день русского хоккея. В авиакатастрофе погиб ярославский клуб «Локомотив». Крупнейшая трагедия в истории отечественного профессионального спорта. Основной состав одной из лучших хоккейных команд России погиб в авиакатастрофе. Як-42, на борту которого клуб «Локомотив» направлялся на игру в Минск, едва оторвавшись от взлетной полосы Ярославского аэропорта Туношна, упал, разрушился и сгорел. В самолете находилось 45 человек, 8 членов экипажа и 37 пассажиров, почти весь состав команды «Локомотив». Уже нашли всех погибших, выживших только двое. В день трагедии Дмитрий Медведев и Владимир Путин выразили соболезнования родным и близким погибших хоккеистов и, конечно же, болельщикам Ярославского «Локомотива». Президент России изменил свою программу визита в Ярославль и утром 8 сентября до выступления на мировом политическом форуме посетил место падения самолета, а затем провел экстренное совещание с главами ведомств. Глава МЧС доложил о том, что поисковая операция по сути завершена. И теперь здесь продолжит работу комиссия, которая должна установить причины крушения Як-42. Версий трагедии несколько, но все они предварительные. Уже удалось обнаружить один из бортовых самописцев, однако пока нет однозначной оценки по его состоянию. Потерю, которую понес российский спорт, еще только предстоит оценить. Неоднократные чемпионы и призеры хоккейного первенства страны, клуб с многолетними традициями, хорошо известный в России и за ее пределами, все это о Ярославском «Локомотиве». В звездном составе «Локомотива» помимо российских игроков выступали легионеры из разных стран – Чехии, Словакии, Белоруссии, Германии, Швеции, Латвии, Канады и Украины. В хоккейном мире эти имена звучали громко. Александр Галимов, Руслан Салей, Ян Марек, Павел Демитра, Карл Рахунек, Йозеф Вашичек, Стефан Лив. Чешская страна потеряла сразу 3 ведущих хоккеистов национальной команды. На акцию памяти, несмотря на проливной дождь, вышли и в Риге. Сборная Латвии по хоккею лишилась своего капитана Карлиса Скрастиниша. Болельщики из Канады и Соединенных Штатов, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Локомотив» летел из Ярославля в Минск. Президент Украины Виктор Янукович. Это лишь некоторые, кто выразил соболезнования в связи с катастрофой. Ярославцы летели в Минск на первую игру сезона в ожидании аншлага. Ведь именно на игре минского «Динамо» с ярославским «Локомотивом» был установлен рекорд посещаемости КХЛ – 16 тысяч зрителей. Все билеты в этот раз были раскуплены задолго до игры. Вырученные деньги белорусы пообещали передать родственникам погибших и пострадавших. На Минскую арену сегодня придут тысячи людей, но не на матч, которого так долго ждали, а чтобы почтить память погибших хоккеистов. Белоруссия в трагедии под Ярославлем потеряла одного из своих лучших игроков – Руслана Салея, который, как говорят, очень переживал перед игрой против своих соотечественников. 3-дневный траур объявлен в Ярославской области. Церемония прощания пройдет в субботу в Ледовом дворце, где выступал «Локомотив». В том, что ярославский «Локо» во что бы то ни стало необходимо возродить, никто не сомневается. Многие игроки из других российских клубов уже хотят выступить за новый состав «Локомотива». 7 сентября произведена первая техническая подача топлива по газопроводу «Северный поток». Первая нитка газопровода «Северный поток», по которой голубое топливо будет поставляться из России в Европу, заработает на полную мощность уже в октябре. А 6 сентября в нее был закачан технологический газ. В церемонии открытия станции «Портовая» в Выборгском районе Ленинградской области принял участие Владимир Путин. Это компрессорная установка, уникальное сооружение. Оно позволит поставлять газ по морскому пути без дополнительных станций. Мощность магистрали составит четверть всех дополнительных поставок голубого топлива европейским потребителям. Владимир Путин прокомментировал: объем энергии, который будет поставляться в Германию, сопоставим с работой 11 атомных электростанций. Это поставка 55 миллиардов кубических метров ежегодно в течение 50 лет, отметил Владимир Путин. Это действительно реальный вклад не только в европейскую, но и в мировую энергетику. Экологическая безопасность – один из приоритетов. На всем протяжении
автоматика постоянно измеряет технические параметры, а результаты передаются в экологические организации России, Германии, Швеции, Дании и Финляндии. По прогнозам специалистов, через 10 лет потребности Евросоюза в российском газе возрастут на 200 миллиардов кубометров. Четверть пойдет по Северному потоку. К концу 2015 года должен быть построен еще один газопровод – Южный поток, по дну Черного моря. Экспертиза уже завершена. Газопроводы не просто международные бизнес-проекты. Это еще и гарантия, что поставки голубого топлива в Европу перестанут зависеть от ситуации в транзитных странах. Речь, в частности, идет об Украине. Газовую ситуацию с поставкой российского газа, в которую прокомментировал Владимир Путин. Украина – наш давний партнер, и возникает искушение попользоваться своим исключительным транзитным положением. Теперь этот эксклюзив исчезает. Я думаю, наши отношения будут принимать все более цивилизованный рыночный характер, заявил Владимир Путин. Судя по объемам потребления газа, российская экономика преодолела докризисный уровень, считают в «Газпроме». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что на программу газификации в этом году выделено более 26 миллиардов рублей, и программа газификации будет реализована в 66 регионах Российской Федерации. Кроме того, ускоренными темпами идет газификация села. Подан газ на Южно-Сахалинскую ТЭЦ. Скоро будет открыт газопровод Сахалин, Хабаровск, Владивосток. А через 5 лет газ в Штокмановского месторождения будут подавать в Мурманскую область. Георгий Полтавченко пообещал Владимиру Путину не сбавлять темпов развития северной столицы. Социально-экономическую ситуацию в Петербурге Владимир Путин обсудил с новым губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Как отметил губернатор северной столицы, в городском бюджете есть средства на решение всех социальных вопросов и пообещал не сбавлять нынешних темпов развития. За последние годы прежнее руководство сделало немало для развития городского хозяйства, для укрепления позиций города в России, да и в мире. Но проблем, конечно, остается много. И решать нужно будет вам, тем людям, которые будут работать вместе с вами, обратился к Георгию Полтавченку Владимир Путин. Самое главное сегодня в бюджете есть защищенные средства на решение всех социальных вопросов и обязательств. В том числе решен уже вопрос по повышению заработной платы педагогам и работникам здравоохранения. Решаются другие вопросы, связанные с обеспечением жильем льготных категорий граждан, в том числе и в первую очередь ветеранов, участников Великой Отечественной войны, пояснил Георгий Полтавченко. Не забывайте, что город Ленинград, Санкт-Петербург, это еще и культурная столица России. Все, что имеется в Петербурге, чем весь наш российский народ гордится, все это требует особого внимания не только федеральных, но и городских властей, подчеркнул премьер-министр. Российский «Газпром» собирается развивать сотрудничество на других рынках. «Газпром» намерен вложить в проведение на территории Киргизии геолого-разведочных работ 3 миллиарда рублей. На фоне продолжающегося газового спора с Украиной российский «Газпром» собирается развивать сотрудничество на других рынках. В разведку месторождений нефти и газа в Киргизии только на начальном этапе Россия инвестирует 3 миллиарда рублей. Об этом глава компании Алексей Миллер заявил после встречи с премьер-министром республики 8 сентября. Кроме того, Россия, возможно, будет участвовать в приватизации двух предприятий «Киргизгаз» и «Киргизнефть». «Газпром» уже выполнил первый этап подготовительных работ по определению участков. Самое главное то, что у нас «Газпрома» есть понимание, что мы можем найти и газ, и нефть в тех объемах, которые необходимы Киргизстану для удовлетворения своих собственных нужд, сказал Алексей Миллер. Днем позже была запущена в эксплуатацию первая очередь газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Это система общей протяженностью почти 2000 километров, один из основных объектов Восточной газовой программы. Она реализуется «Газпромом» по поручению правительства. Главная цель – гарантировать необходимые поставки голубого топлива в регионе. Это должно позитивно отразиться на тарифах ЖКХ для населения. Такое мнение высказал Владимир Путин, который принял участие в запуске газопровода. На этом все. Благодарю за внимание. Увидимся на следующей неделе. Grazie per attenzione. Ci vediamo settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con il patrocinio di Istituto di Cultura Russa Michail Lermontov di Napoli.